такую погоду логичнее было бы сидеть дома, смотреть любимый фильм и пить горячий чай. Но у нашего героя свои особые планы на холодный октябрьский вечер. Это окраина села Герменчук, место, куда наш герой любит приходить после тяжелого рабочего дня. Здесь он собирается с мыслями и поневоле вспоминает свое детство. Здесь я часто бываю, вспоминая свое детство, как мы с друзьями, с братьями ходили на речку, купались. Ну, сейчас с работы у меня, конечно, не получается посетить эти места, но когда я сюда прихожу, сразу я вспоминаю свое детство. Абубакар Магомадов, начальник управления образования Шалинского муниципального района. Уверен, что начальников не выбирают. Любит работать и того же требует от других. При всей своей демократичности легко может выйти из себя. В свои 25 лет он занимает важную должность. Абубакар – начальник учреждения управления образования Шалинского района. Наш герой руководит им уже год. Если описать работу Абубакара в нескольких словах, отдает приказы и следит, как их выполнили. На первый взгляд ничего сложного, но по факту все намного сложнее. Работу Абубакара вряд ли назовешь скучной и однообразной. В кресле наш герой уж точно постоянно не сидит. Зато за партой в школе довольно часто. Каждую неделю он лично посещает учебные учреждения Шалинского района с одной целью – оценить обстановку в школе, узнать показатели посещаемости и успеваемости учащихся. Немаловажную роль назначения на эту должность начальника управления образования сыграло мнение главы Шалинского муниципального района Турпалали Вахаича Ибрагимова, за что я искренне благодарен. Благодарен за то, что он поверил мне, дал мне возможность проявить себя, проявить свои способности. Приходилось сталкиваться с разными ситуациями, когда для выполнения учебно-воспитательного процесса выгодные идеи для выполнения учебно-воспитательного процесса оставались нереализованными в силу различных причин. Но на данный момент совместно с руководителями образовательных учреждений мы решаем эти вопросы. Умение правильно строить отношения с подчиненными – это половина успеха, считают многие. Ведь именно начальник создает атмосферу в коллективе. Разумеется, у каждого свой стиль общения со своими подчиненными. Главные ориентиры нашего героя – это лояльное отношение к своему коллективу и внимание к их интересам и потребностям. В управлении образования Абубакар Алиевич работает не так давно. Однако за этот период он показал себя грамотным управленцем. Он легко находит общий язык не только с педагогами, но и с учащимися. Посещая то или иное общеобразовательное учреждение, он не ограничивается беседой с одними педагогами. Он обязательно заходит в класс, беседует с учащимися, общается с ними и делает для себя соответствующие выводы. Педколлективы школ уважают его, это тоже очень большая заслуга. Уважают за то, что он проявляет о них большую заботу. Думаю, первое качество, необходимое любому руководителю, это объективность суждения, вывода во взаимоотношениях. Меня, например, улучшает сдержанность, умение сосредоточиться на важнейших вопросах. Но никогда нельзя сбрасывать со счетов необходимость посоветоваться с коллегами. Вот это мне и помогает на работе. Каждое образовательное учреждение имеет свою специфику, а это значит, каждая проблема, решаемая управлением образования, специфична. По словам нашего героя, легких вопросов у них не бывает, как не бывает легких ответов.
Целеустремленность, умение убеждать, готовность рисковать и увлекать за собой подчиненных – эти качества необходимы любому руководителю. Абубакар, помимо перечисленных качеств, важным считает и желание человека работать. В первую очередь, важно в своей работе, я считаю, методическая помощь образовательным учреждениям. И не менее важную роль – это умелая организация учебно-воспитательного процесса. И в этом плане роль управления образованием велика. Для успешной работы, я так думаю, необходимо профессиональное качество и желание работать. Без этих качеств, я не думаю, невозможно работу построить. Одно дополняет другое. Создание – это жалкое создание, недостойное ничьей любви. Недостойное ничьей любви. Хорошо. Следовательно, еще со школьной скамьи нам твердят, что надо хорошо учиться, ведь именно школа закладывает прочную основу для дальнейшего развития любого человека. Именно здесь раскрывается личность учащегося, складывается его мировоззрение. Поэтому очень важно, чтобы ребенок получил эту самую основу. По словам нашего героя, проблемы современного образования начинаются именно со школьной скамьи. Поэтому не только учителя, но и родители должны принимать самое активное участие в учебно-воспитательном процессе. Учебно-воспитательный процесс – довольно сложное явление. Как мы все знаем, отношение к современному образованию желает оставлять лучшего. И все же я бы на первую очередь поставил работу ученика с книгой, хотя данная проблема непосредственно не связана с образованием. Чрезвычайно, допустим, слаба связь родителей со школой, слаб их контроль за успеваемостью учащихся. Это правда, что в школе вы плохо учились? С чего вы взяли, что я плохо учился? Нет, я хорошо учился. Да, я даже не знаю, если вдаваться в его прошлое, то... Ты знаешь об этом что-нибудь? Нет. Ну пусть будет, скажем так, учился хорошо, раз он в этой сфере работает, да, раз непосредственно связался, да, с образованием, я скажу так, что он хорошо учился. Как вы относитесь к детям с плохой успеваемостью? Пожелал бы, сказал бы, посоветовал бы, чтобы они хорошо учились. В силу своей работы, наверное, не любить детей он не может, наверное, больше не приветствует, наверное, детей, которые не заняты учебой, плохо учатся. Как вы думаете, что говорят за вашей спиной ваши подчиненные? Разговоры за спиной, я никогда не интересуюсь. Хороший друг и товарищ, хорошее и плохое скажет в лицо. Да, только в основном только хорошее, да. Наверняка находятся случаи, когда да, не совсем не угодишь, как говорится. Есть наверняка моменты, когда кому-то что-то может не нравиться, кого-то что-то может не устраивать. Как часто вы опаздываете на работу? Я не опаздываю, иногда задерживаюсь. В силу того, что он, наверное, начальник, наверное, да, высокопоставленное лицо, скажем так. Ну, наверное, можешь себе позволить, да. 11 дней. Да, можешь прийти, да, после обеда, да, явиться на работу, отметиться, все такое. Вы всегда такой серьезный? С чего вы взяли, что я серьезный? Стараюсь быть серьезнее. Мне так нравится. Да нет, не всегда. Да, по рабочим моментам, конечно, есть ситуации, когда приходится быть серьезным, а с братьями, да, с родственниками, какими мы являемся. То есть даже веселый, энергичный, я не знаю, весело всем в любом случае. Когда вы в последний раз смеялись от души? Я вообще редко смеюсь. Тем более от души. В кругу, наверное, незнакомых людей, опять же, наверное, может даже сложится ощущение, что он серьезный человек. Не так, но он серьезный человек, а не посмотреть, да, но в кругу своих же людей он бывает, да, улыбается, смеется. Порой бывает даже чересчур. Но достаточно жизнерадостный человек. Что вы делаете, когда начинаете нервничать? Успокаивает он себя. Кусает ногти, да? Грызет ногти, да? Нервничать? Не, ну, если серьезно, то достаточно становится раздражительным человеком. Порой даже, можно сказать, злым, наверное, да? Порой даже на сказывается его какая-то обстановка, да? Состояние дел, наверное, на работе сказывается на общении, наверное, даже с родственниками, с друзьями.
свободное время наш герой один или в компании друзей любит бывать в Шри-Юрте, в музее, стилизованном под средневековый чеченский поселок. Как жили наши предки, какую носили одежду. Музей под открытым небом иллюстрирует старинный чеченский быт. По словам Абубакара, атмосферу, царящую здесь, не передать никакими словами. Я тут часто бываю с семьей, с друзьями, осматриваем все эти вещи, все эти строения. Очень интересно все эти вещи, которыми пользуются наши предки. Я очень благодарен главе нашего района Турпалари Вахаевичу. По инициативе нашей главы тут построили музей под названием Широкотер, музей над открытым небом. Мы часто бываем, осматриваем вещи, даже привозим сюда учащихся. Это делается все для того, чтобы возродить наши обычаи, традиции. По словам нашего героя, где бы человек ни работал и какую бы должность он ни занимал, на первом месте должна быть религия. Самое главное — это, безусловно, своевременный намаз. Любой рабочий вопрос можно отложить и решить позже. У грамотного руководителя это всегда получится. Нет, это еще не все. Избавиться от накопившейся за день усталости, да и просто отдохнуть от очередного рабочего дня, нашему герою помогает компания друзей и хорошая еда. Узнав, что съемки нашей передачи подходят к концу, настроение у Абубакара вдруг резко поднялось. Что поделать, наш герой не любит пристального внимания.